Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Состоялось первое заседание Сухумского городского собрания. Открывая его, председатель избирательной комиссии Аслан Доча поздравил депутатов с избранием. Выразил уверенность в том, что они оправдают доверие своих избирателей и не пожалеют сил для улучшения социальных условий горожан. Добро пожаловать, депутаты Сухумского городского собрания. Приветствую вас. Желаю вам успехов в работе. Сегодня у нас первое заседание. Повестка дня у нас сегодня – это избрание, согласно закону Республики Абхазия, это избрание председателя Сухумского городского собрания, заместителя председателя Сухумского городского собрания, а также формирование комиссии. Далее приступили к утверждению членов комиссии и тайному голосованию по избранию председателя городского собрания. При этом, ссылаясь на то, что заседание закрыто, Аслан Доча попросил журналистов удалиться. Однако представители средств массовой информации заявили, что в соответствии с законом о СМИ обладают правом присутствовать на всех заседаниях и совещаниях. Но, несмотря на это, журналистам пришлось покинуть первое заседание депутатов городского собрания. Как сообщила позже секретарь городского собрания Мадонна Квициня, в ходе тайного голосования председателем собрания Сухума был вновь избран Константин Пилья. Как сообщает Апснепресс, на первом заседании собрания нового созыва Сухумского района председателем избран Заур Сангулия. В составе собрания нового созыва 14 депутатов. Все они выдвиженцы инициативных групп. Председателем Гудаутского районного собрания депутатами нового созыва избран Роман Базба. В нынешнем созыве собрания 29 депутатов. Большая их часть кандидатуры также выдвинуты инициативными группами. Председателем собрания города Новый Афон избран Рамаз Смыр. В Кабинете министров Абхазии подвели предварительные итоги конкурса на размещение заказа по изготовлению акцизных марок для табачной и алкогольной продукции. Как подчеркнул председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Шамиль Адзенба, создание новых акцизных марок включает в себя не только печатание бланков, но и формирование электронной системы контроля и учета оборота табачной и алкогольной продукции. По словам председателя конкурсной комиссии первого вице-премьера Шамиля Адзенба, заявка на участие в конкурсе была подана только от одной организации – Гознак. Первоначально принять участие в конкурсе изъявила и одна из белорусских компаний, но по закону участвовать в конкурсе могут только зарубежные страны, с которыми у Абхазии есть внешнеполитические отношения. Кроме того, как только белорусский претендент узнал о необходимости, помимо изготовления самих акцизных марок, создать электронную систему контроля, он сразу отказался, сказал Адзенба. Начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава сообщил, что условия конкурса позволяют проводить его в том числе и при подаче всего одной заявки. Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев одобрил соглашение между Крымом и Абхазией о сотрудничестве в торгово-экономической, гуманитарной и научной сферах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, размещенный на официальном портале правовой информации правительства Российской Федерации. Агентство отмечает, что планируется не только установление торгового сотрудничества, но и восстановление культурно-исторических связей между республиками. В Общественной палате состоялась встреча вице-президента Виталия Габния и секретаря Совета безопасности Мухаммада Килба с представителями оппозиционной партии Амцахара, руководителем Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Асланом Бжаня, руководителем общественной организации Кяраза Дмитрием Дбар. Стороны обсудили общественно-политическую и экономическую ситуацию в Абхазии. Президент фонда АПРА Аслан Бжаня отметил, что в стране начат серьезный политический процесс, имея в виду начавшийся в середине марта сбор подписей для проведения референдума о досрочных выборах президента Абхазии. Бжаня также критично отозвался о деятельности руководства страны по ряду направлений. Вице-президент Абхазии Виталий Габния выразил мнение, что в проведении референдума нет необходимости. По словам вице-президента, только в 3 случаях могут наступить досрочные выборы президента, если он уходит по собственному желанию, по состоянию здоровья или если ему объявляют импичмент. А так как не инициируется процесс импичмента, то и причин референдума нет. Встреча продолжалась более 2 часов, было высказано немало взаимных претензий. В завершении представители Общественной палаты предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители различных партий и движений. В Общественной палате считают, что обмен мнений необходим для продолжения диалога и преодоления разногласий.
4-я международная научно-практическая конференция «Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития. Инновационные подходы» открылась в Пицунде в пансионате «Сосновая роща». Мероприятие приурочено к 20-летию кафедры международного туризма и менеджмента Кубанского госуниверситета. В работе трехдневной конференции принимают участие ученые из Абхазии и различных регионов России. Современное состояние, перспектива развития туристической отрасли – это основные темы первого дня работы конференции. 4-й год Абхазский государственный университет является соучредителем конференции, что придает ей статус международной. Елена Лолова расскажет подробности. Ученые и практики туристской отрасли Абхазии и России представили на конференции с десяток научных публикаций. Но до начала работы конференции участников мероприятия поприветствовали ее организаторы. Среди них и ректор АГУ Олег Огварамия. Практические советы по развитию туризма в Абхазии особенно актуальны накануне старта курортного сезона, отметил он. В этом году, как вы прекрасно знаете, по различным политическим причинам не будет отбоя от отдыхающих. И нам всем, конечно, надо очень серьезно к этому подготовиться. А подготавливаться мы будем начиная с сегодняшнего дня на совершенно другой основе. Международный туризм в Абхазии и Краснодарском крае являются приоритетными направлениями развития экономики. Поэтому ученые двух стран изучают, как сделать его более успешным и эффективным. Из-за санкций России против Турции прогнозируется, что часть турпотока устремится в Абхазию. Республика вошла в десятку рейтинговых направлений у россиян. Абхазия способна принять в 2016 году более 2 миллионов туристов. Вместе с тем, для того, чтобы реальные доходы от туризма ощутимо пополнили госказну и отразили на качестве сервиса. Абхазские специалисты считают необходимым усилить фискальную политику и вывести из тени сегмент туристского рынка. Основными направлениями внедрения инновационных форм менеджмента в сфере туризма и рекреации в Республике Абхазия, по нашему мнению, должна стать налаживание регулярного учета туристского потока в Республику Абхазия, обеспечение более глубокого и всестороннего вовлечения в легальный туристический оборот отдельных домохозяйств и функционирующих на базе индивидуальных средств размещения, а также реализация мер по совершенствованию туристического и повседневного сервиса. Абхазия обладает богатым курортно-рекреационным потенциалом. Однако для его развития нужен научный подход, разработанные программы, обученный персонал и, конечно, вежливое отношение местных жителей к туристам. Для того, чтобы развивался нормально туризм в Абхазии, надо не думать, как отнять деньги у людей, которые себя поддерживают, с помощью туризма принимают их в своих домах и так далее. А им надо помогать развиваться этому частному сектору. Тогда частный сектор не будет скрывать своих туристов, если он почувствует поддержку. Туристская отрасль требует комплексного и инновационного подхода, считает декан географического факультета Кубанского госуниверситета. Помимо строительства комфортабельных объектов размещения, необходимо готовить работников туристической отрасли и развивать экскурсионную деятельность по различным направлениям. Заниматься постоянно и целенаправленно. То есть нет одной, что подготовить курсоводов и все станет хорошо. Построить гостиницы – это хорошо. Надо заниматься, с одной стороны, образованием, с другой стороны, повышать качество тех работников, которые работают. Следующее, так называемый, диверсифицировать туристический продукт, то есть не заниматься туристическим продуктом в целом или в общем обо всем. То есть надо его разделять на составляющие. Кто занимается трансфером, условно говоря, или транспортным обеспечением, кто занимается досуговой деятельностью. То есть турист – это не только море и гостиница. Это кроме всего прочего. То есть, может быть, развивать экскурсионную деятельность, если непосредственно для Абхазии по направлениям. Что-то связано с природой, что-то связано с животным миром, что-то связано с социальными обычаями, обрядами, традициями. То есть то, чем интересен регион, не просто как климат и море, а со своей особенной исторической, культурной направленностью. Первый день конференции ученые из Абхазии и разных регионов России обсудили итоги постолимпийского года, перспективы развития туризма в Абхазии и Краснодарском крае, каким должно быть экскурсионное обслуживание, а также геополитические факторы развития курортно-рекреационного комплекса и другие темы. Елена Лолова, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.
После длительной болезни на 59-м году жизни скончался государственный и общественный деятель, кандидат философских наук Нури Гизерда. В разные годы Нури Гизерда работал на посту заместителя Госкомитета по репатриации, первым замом главы Гудаутского района, вице-премьером правительства республики. В связи с кончиной Нури Гизерда распоряжением премьер-министра Артура Миквабия создана комиссия по организации похорон под председательством главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария. Абхазия простилась с Жансухом Чамагу. Сотни людей пришли в актовый зал Дома учителя, чтобы отдать дань памяти талантливому артисту и педагогу, человеку, который бескорыстно делился своими знаниями и мастерством с начинающими артистами. Проститься с заслуженным артистом Абхазии и Республики Башкортостан пришли государственные и общественные деятели республики, представители творческой и научной интеллигенции, студенты. В Абхазии всегда было очень много прекрасных голосов, оперных, народных, эстрадных. Но Жансух Иванович Чамагу выделялся из этого общего ряда с особой силой, мощью, теплотой своего голоса. Он мог бы украсить любую самую знаменитую сцену России, да и не только России. Но он предпочел другой путь, путь служения народу своей родины, его любимой Абхазии. Был голосом и лицом Абхазии. Участники автопробега «Звезда нашей Великой Победы» прибыли в Абхазию, в Сухуми, у памятника неизвестному солдату. Участников автопробега приветствовали представители столичной администрации, общественности города, а также школьники. В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из 5 городов России – Москвы, Севастополя, Дербента, Архангельска, Бреста и с острова Русский одновременно выехали 5 автоэкипажей, которые встретятся 9 мая в Москве. Экипаж, прибывший в Абхазию, взял старт из Севастополя. Перед памятником неизвестному солдату участники автопробега совместно со столичными школьниками развернули знамя Победы. Участники автопробега передали заместителю главы администрации города Сухум Леону Кварча благодарственную грамоту в адрес президента Абхазии Раулю Хаджимба за вклад в пропаганду проекта, а в дар 3 столичным школам бюсты знаменитых людей России. Поблагодарить вас за этот теплый визит, который символизирует общее героическое прошлое наших двух народов. Подобные акции способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения. Мы все видим прекрасно, что мы живем в мире, в котором в угоду геополитическим интересам различных стран достаточно часто искажается история, и детям прививаются искаженные ценности. Я уверен, что подобные мероприятия будут способствовать тому, что мы сможем воспитывать молодое патриотическое поколение, которое будет трудиться и развиваться во благо наших двух стран, России и Абхазии. Большой привет вам из Республики Крым, которые большинство стран мира до сих пор не признают нашего мирного перехода в лоно России. Мы не расстраиваемся, мы живем в мирном Крыму, мы строимся, растим детей, строим большие планы и их воплощаем в жизнь. И это благодаря тому, что мы помним свое прошлое. Нам предстоит пройти в общей сложности 5 лучам около 75 тысяч километров. И встречаемся мы 9 мая в столице нашей Родины, Москва, на Красной площади. Знамя, которое будет развернуто сегодня у вас в республике, столице вашей республики, Сухуми, пройдет по Красной площади во главе с президентом России, во главе бессмертного полка. И знамя, которое развернуто будет у вас, будет помнить теплоту ваших рук, теплоту ваших взглядов и, конечно, теплоту ваших сердец. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы,
В Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-17, днем 16-18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.